ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В общественной приемной главы Коми в Ухте обсудили нововведения по вывозу коммунальных отходов. Они вступают в силу уже завтра, 1 ноября. Но у ухтинцев, несмотря на скорые изменения, все еще много вопросов касательно этой темы. Например, как формируется тариф. Его сумма составляет 165 рублей с одного проживающего в квартире человека. Тариф сложился из того, что у нас очень большая республика, и 90% это транспортные расходы. То есть на сегодня республика не совсем готова, не везде есть заводы, да? Поэтому полигоны и заводы по сортировке и утилизации мусора, когда это все появится, тариф будет меньше. Ну, я слышала, да, что вот мы сейчас построили завод. Ну, только, скорее всего, не тариф будет меньше, а будет меньший объем, за который придется платить. И там есть дифференцированная система уже будет расчета на человека. Но отсюда следует и другой вопрос, как будет определяться, сколько фактически проживает человек в квартире. Одно дело, если прописано 3, а живет 1. А если наоборот, в документах 1, а по факту все 15, какова ответственность? Совесть. Совесть? Угу. Рекоператор рассчитывает на совесть, вас процитируют. Ну а что сейчас? Вот скажите, как я могу проверить на сегодняшний день, что у вас там проживает 15 человек? Один из вопросов, поступивших на горячую линию, заключался в том, как быть, если семья отсутствовала месяц. Оказывается, тогда можно надеяться на перерасчет норматива. Достаточно написать заявление региональному оператору, которым стал Ухта-Жилфонд. Что же касается графы «Вывоз ТБО» в счетах от управляющей компании. То есть это 158 рублей. Куда денутся мои 158 рублей? Вам сделают перерасчет. С вас уже эти 158 рублей брать не будут. Будет брать только 165 рублей. Да. Я уже в ноябре увижу, грубо говоря, новую квитанцию. Квитанция будет квитанции с электроэнергией будет стоять еще одна услуга. Это вывоз ТКО. 165 рублей с проживающего. То есть уже в декабре мы получим новые счета. Управляющие компании смогут следить только за контейнерными площадками и мусорными контейнерами, если они принадлежат им. Основной причиной изменений авторы реформы называют борьбу за экологию. Так, всем вывозом и захоронением коммунальных отходов в Коми будет заниматься одна фирма, что по задумке оптимизирует систему. Впоследствии мусор планируют сортировать и отправлять часть на переработку.